Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Альфия Юсупова. И у нас сегодня совершенно уникальный гость. Это профессор, доктор медицинских наук, известный исследователь, путешественник, писатель, художник. Но прежде всего это наш знаменитый офтальмолог Эрнст Рифкатович Молдашев. Здравствуйте, Эрнст Рифкатович. Очень приятно вас видеть, подводить какие-то с вами итоги, прогнозировать будущее. Вот скажите, действительно, последние 2 года были очень сложными, особенно для работников области здравоохранения. Но наши врачи выдержали все это и выдерживают все это с честью. Но несмотря ни на что, особенно в офтальмологии, у нас есть мощнейший прорыв, есть чем гордиться. Вот даже сегодня с чего начался ваш день? Сегодня я, как всегда, пошел оперировать. Значит, я сегодня сделал 12 человек, прооперировал. Угу. И, значит, из них были, кроме России, представители 5 стран. Швейцария, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты, еще там. Угу. То есть, несмотря на барьеры, на преграды, на пандемию, на санкции, в вашем центре ничего не меняется? Люди едут, несмотря на все, потому что зрение дороже, потому что люди, если он будет ждать, пока все санкции, все пройдет, люди ослепнут. Вот вы представляете, как едут, например, вот сегодня, например, вчера я оперировал пациента из Йемена. Представляете, как добраться из Йемена до России, до Уфы. Это же кошмар. Они летят первым долгом в Объединенные Арабские Эмираты, потом перелетают в Стамбул, в Турцию, потом перелетают в Москву, из Москвы сюда, и это со слепым ребенком. Эти люди ради зрения готовы на все. И везде, и всюду таможенные и прочие барьеры, но кроме них коронавирусные времена, которые все мы понимаем, и никто не может сказать против что-либо, чтобы не внесли чего-либо. И вот удивительный момент. Я удивляюсь этим людям, которые приезжают в эти тяжелые времена. Вроде бы сиди дома, ведь коронавирусные времена. Нет. Я видеть хочу. Так пока время пройдет, ведь могут уже наступить какие-то изменения, которые невозможно может наступить уже слепота. Угу. И вот здесь, я понимаю, уже наш центр, Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава России и Башкирского государственного медицинского университета, он называется среди народа многих стран и всей России, называется центром последней надежды. И люди в наш периферийный город, в Россию, город Уфу, летят за последней надеждой. И они говорят: мы никому не верим, кроме вас. Мы только верим. И вы знаете, когда люди приезжают с такой верой и с последней надеждой, ты должен быть очень четким. Потому что операция есть операция. Особенно глазная операция – это очень сложная вещь. Ты ведь делаешь разрез на не только миллиметр, а где-то на сотые доли миллиметра расчета делаешь и все прочее. Я очень горд, что люди со всего мира едут именно к нам. А то, что касается больных именно из России, из Башкортостана, они тоже обращаются за последней надеждой именно в центр? Больные из Башкортостана, они обращаются тоже за последней надеждой. Это вполне естественно. Но кроме Башкортостана, где мы живем, вы знаете, приезжают люди каждый год 100% регионов России. Вот я сегодня оперировал одного мальчика из Сахалина. Попробуйте добраться. У этого мальчика переехал мотоцикл через горло и выбило один глаз, второй, там осталось его остатки. И вот сейчас этот мальчик начинает немножко видеть. То есть это практически чудо, это действительно чудо, которое случается и сделано человеческими руками. Это чудо по той причине, что на месте аллопланта, который делает из ткани умерших людей, растут свои новые человеческие ткани. Мы выращиваем человеческие ткани и даем возможность видеть. Еще раз подчеркиваем, это во всем мире делается только в одном месте, только в центре микрохирургии глаза. Наши методики применяют уже в разных клиниках России около 700. Но самая сложная операция – это операция только у нас. Только в Башкортостане, только в Уфе
И я, по сути дела, превратился в хирургического раба. Я делаю где-то примерно 1000 операций в год. А как же подрастающая смена? А выращиваете ли вы себе достойных воспитанников, преемников? Еще Это как. же невозможно Этих без конца этим воспитанников заниматься. очень много. Значит, и причем великолепные хирурги. Такие, как, вот, например, Раушан Рифович Бакиев, такие, как Раушан Иркинович Примов и другие, Лилия Фуатовна Галимова. Они полностью работают по вашей методике? По этой методике. Но все равно ничего не сделаешь, больные часто очень хотят попасть именно в мои руки. Я хорошо оперирую. Бог дал. Вот однажды, когда мне удалось выиграть соревнования глазных хирургов американского континента, это как фигурное катание делается, за сложность, за технику, за тактику. Значит, там соревновались 2 американца, это аргентинец и я. И мне удалось выиграть. Значит, у меня спросили: профессора, почему у вас не дрожат руки? И я ответил чисто по-советски: да потому что у русского хирурга руки не дрожат и не должны никогда дрожать. Сейчас действительно сложная обстановка вокруг, об этом только ленивый не говорит, и понятно, что и политическая обстановка усложняется, но тем не менее, не меняется отношение в целом, скажем, пациентов, людей, которые рекомендуют попасть именно к вам. Вы чувствуете, что вот эта мировая напряженность, она не касается работы вашего центра? Или есть определенно? Нет? Абсолютно не касается. Вот мировая напряженность, это напряженность. Вот только вот в прошлую субботу уехала группа поляков, которые, знаете, как к нам относятся, не очень хорошо, 21 человек. И они приезжали за последней надеждой: мы, русские, поляки, мы одной крови, мы верим только вам и все прочее. Честно говоря, я горжусь. Вот сейчас приезжает большая группа пациентов из Норвегии, вот на будущей неделе. Норвегцы тоже никогда не были ни братьями, ни кем. Но они верят в последнюю надежду. Молва. Молва, что здесь, в Башкирии, в республике Башкортостан, в городе Уфе, то есть такая миротворческая миссия даже чудеса. еще и выполняется. И вот молва, вы знаете, она распространилась так, что ее уже не остановишь. Ее даже коронавирусные времена не смогли поток остановить. никак не уменьшался больных? Поток не уменьшается. И вот, вы знаете, порой бывает очень обидно в отношении наших башкирских пациентов. Вот к нам приехала одна бабушка из Баймакского района, деревни Яратаол. Яратаол переводится «деревня любви», если честно говорить тогда. Она говорит только по-башкирски. Я из деревни Серменево, очень хорошо говорю по-башкирски, да. И вот ее отправили из нашего центра: не говорите по-русски, уходите отсюда. Начался самый натуральный политический скандал. Она говорит: как так? Так ведь не должно Разве быть. так бывает? Вот так не бывает. И я, значит, по заданию Ради Фаридовича был, так сказать, и в Баймаке, везде, и всюду, говорил с этой бабушкой и все прочее. Я ее прооперировал. Ее привезли, я ее прооперировал 2 раза. Она начала видеть и говорит: я сейчас хорошо вижу и все прочее. Она сейчас начала опять завела гусей там, и все прочее. И таких историй у вас много. Историй очень много. Но я думаю, нам надо гордиться своей родиной, Башкирией. Нам надо понимать, что у нас живут талантливые люди. Вот все иностранные пациенты, Бог его знает, даже Австралия к нам прилетает на лечение. Даже Аргентина, 90 стран мира к нам едут на лечение. Это учитывая, что они еще должны привозить сертификаты, что они здесь дают это ПЦР. все сертификаты, то есть это все ПЦР, уже как правило. Да, при всем этом деле. Все они едут. Вы знаете, они говорят, что вот ваше место, не зря вы не уехали работать в Америку. Меня 3 раза там пытались переманить в Соединенные Штаты. Значит, я не уехал ни в Москву, никуда, ни в Петербург. И вы знаете, они говорят: вот ваше место, это, наверное, место силы.
И вот вместо силы, по той причине, что здесь живут талантливые люди. И мне это очень приятно слышать. Вот сейчас была большая делегация из Китая. Китай хочет применять наши технологии в их огромной стране. И приток иностранных пациентов выгоден для нас. Для бюджета, называя вещи своими именами, и для бюджета республики тоже. По той причине, что иностранцы, операция одного иностранного пациента приносит столько денег, что хватает на 5 российских пациентов. Прекрасная арифметика. И здесь, мне кажется, неправильно все считать по деньгам. Мне кажется, надо жалеть людей. Если нет денег, давай мы тебе сделаем. Напишем скидку, напишем так-то, этак-то. Это совершенно неверно. И вот сейчас я хочу сказать, немножко времена изменились. В связи с тем, что я, создав знаменитый уже на весь мир Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, я взял своего преемника. Одного человека, не буду называть его имени. И он тут же перевел все на деньги. Нет денег. Чем хорошим это не кончилось. Нет денег, уйди. Количество пациентов упало. Не бывает. Нельзя вот, так например, работать. Вы посмотрите, что уж говорить о наших башкирских пациентах, что уж говорить об этой бабушке Разве она смогла приехать и Суфия прооперироваться? из деревни Яратаол. Вы понимаете, я не человек денег, я их боюсь, Альфия, по той причине, что Бог не даст мысли. Сейчас меняется, идет борьба. Идет борьба прежде всего против вот этой психологии. И эти люди, которые возглавляли, уже убрали их, я не буду называть, они сопротивляются, все хотят восстановить, все, чтобы было на деньги, на деньги, на деньги. Если говорить о перспективах развития, то есть хотелось бы закончить на какой-то оптимистичной ноте, что в перспективе дальше у нас есть? Хочу закончить вот этот вот весь наш разговор тем, что вот эти люди, которые в хирургии, особенно в глазную хирургию, глаза ведь это зеркало души, Альфия, значит, вот эти люди, они должны уйти. Их не должно быть. Медицина должна быть доброй. Все должно быть ради пациента. Надо любить пациента, а не делать видимость. Как же все это восстанавливать? И вот сейчас уже начинается потихонечку, несмотря на оппозицию, восстановление этого. Скоро будут запущены так называемые шары. Ведь есть такое понятие лечения молодостью. Вот садится старый человек, например, вот внутри этого шара, у него увеличивается регенерация, а регенерация по-другому это переводится восстановление ауры молодость. Цветом, если не ошибаюсь. Ауры цветом. И они говорят, вот один из них сказал, заведующий этим отделом, Валентина Германовна, мне так хорошо, человек более 80 лет, подайте мне старуху. Понимаете, вот вплоть до этого. И вот через молодость идет лечение. Ну вот на такой ноте, что все-таки все хорошее у нас еще впереди, что сумели отстоять центр, который выполняет не просто оздоровительную, но еще такую миротворческую миссию в нашей огромной стране. Люди действительно приезжают сюда за последней надеждой, и мы надеемся тоже, что все у вас будет хорошо. Спасибо, что сумели прийти в нашу студию, поделиться своими мыслями. Дорогие друзья, берегите себя, оставайтесь здоровыми и до новых встреч в эфире.